радостью хотел бы сказал бы, что роль Грузии как-то сильная или значимая, но я не вижу этого, честно говоря. Явно сама Армения и Азербайджан, насколько у них это получается, другой вопрос, решили на двусторонних отношениях договариваться. То есть были попытки через Россию, были попытки через Америку, США, через Брюссель, и везде были какие-то проблемы. И динамика началась после того, как Баку и Ереван с трудностью, однозначно, конечно, трудностью, но своеобразным драматизмом, но как договариваются. Насколько переговоры были успешны на двусторонней основе, что даже текст согласовали уже. Сейчас там за текстом есть какие-то условия, это с этим надо работать, но то, что текст существует, завтра же можно подписаться, это факт. Это они добились этого именно на двустороннем уровне, не через Вашингтон, не через Москву, не через Брюссель. На этом фоне Грузия вообще не видно. Даже Анкару можно как-то увидеть какие-то цели, но Грузия вообще не видно. Поэтому у Грузии есть попытки, постоянно предлагает, скажем так, столы стулья, то есть для переговоров, немножко иронизирую, но больше этого ничего. Пространство, никакой концепции не предлагает, какой-то общекавказский контекст. Много в Грузии, как и везде, в Азербайджане, в Армении, хорошие места. Можно в хорошей гостинице, где в зале, при хорошей мебели и в хорошем, скажем так, кухне можно провести, значит, переговоры. Кроме этого ничего не предлагает. Поэтому я не считаю, что у Грузии есть какие-то дополнительные преимущества, чем у той же самой Турции, который явно выдвигается в лидере в мировом контексте, через Украину, на Украину и так далее. Но у Грузии нет ничего подобного, я этого не вижу. Грузия старается максимально, даже в самых худшие времена, когда, к сожалению, были даже боевые действия были между Арменией и Азербайджаном, даже тогда Грузия старался, это надо как заслугу за честь ему, что старался быть нейтральным, потому что у нас в самом деле и Азербайджан и Армения очень близкие, исторически важные соседи, и ни с кем не хотим портить отношения. Поэтому этот нейтралитет более или менее выдерживает даже самые тяжелые драматические времена. Тем более сейчас Грузия старается держаться какой-то баланс и ни в коем случае не показывая преимущества той или другой страны. Но чисто, скажем так, геополитически, можно сказать, экономически связи больше с Азербайджаном. Потому что из Азербайджана идут стратегически важные, скажем так, продукты, виды энергоносителей, каспийские. Через Грузию проходят все это. В свое время так было, когда была напряженность между Арменией и Азербайджаном, через Грузию все это прошло. Поэтому между Грузией и Азербайджаном были какие-то более тесные экономические связи. Зато между Грузией и Арменией больше, скажем, кроме добрососедских отношений, то, что у Грузии даже обязательство, чтобы Армения не оказалась в изоляции, чтобы с внешним миром через Грузию общался, это однозначно. Но помимо этого, между Грузией и Арменией есть ценностные связи, что очень важно лично для меня. Это европейские, скажем так, факторы, институты, демократические институты, гражданские ценности, куда стремится Армения. Поэтому я все-таки смело, честно сказал бы, что Грузия старается вот этот баланс выдерживать и укреплять те связи, которые, скажем, созданы между Тбилиси и Баку отдельно, и между Тбилиси и Ереваном. И нигде, ни при какой власти, нравится мне лично власть или не нравится, такие Грузии часто бывает. В любом случае, при любой власти, вот это, я сам был во власти когда-то, в любом случае, всегда этот принцип, золотой принцип держится. Что бы ни случилось, нельзя быть инициатором, чтобы испортить отношения между Тбилиси и Баку, Тбилиси и Ереваном, раз. Во-вторых, и тоже инициатором надо быть. А даже если с другой стороны идет какой-то не совсем, скажем так, удобные, неловкие какие-то сообщения, заявления, лучше чаще не обращать внимания и реагировать максимально корректно и максимально добрососедски. То есть этот контекст до сих пор есть.